Мам, меня здесь все достало уже. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое происшествие произошло в нашей стране и о чем, конечно же, наше правительство будет молчать. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Прокуратура Хатлонской области приступила к расследованию смерти военнослужащего в Хурасонском районе, который, по версии его командиров, покончил жизнь самоубийством. Версия, в которую не верит мать Тахира Муминова, военнослужащего ВДВ, и поэтому она обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать смерть ее сына и привлечь к ответственности виновных. Жительница кишлака Галаабод Хурасонского района Шадигул Муминова 8 октября сообщила, что не верит версии командования воинской части о самоубийстве ее 22-летнего сына и хочет докопаться до истины, кто убил ее сына, а если он и покончил жизнь самоубийством, то кто довел его до такого состояния? Офицеры воинской части, принявшие участие в похоронах солдата на его малой родине, сообщили его матери и другим родственникам, что якобы их сын повесился на ремне внутри военного вертолета. Шадигул Муминова не верит в эти утверждения и объяснила причины своего недоверия следующим образом. Где был дежурный в тот день, когда произошло это ЧП, а он ничего не знал? Возможно, моего сына убили, а потом повесили. Вот что мне подсказывает сердце, поскольку мой сын всегда жаловался, говорил: «Мам, меня здесь постоянно притесняют, уже достало все». Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, действительно ли это было самоубийство? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Мать Тахира Муминова задается и другими вопросами, на которые она хочет получить конкретные ответы от правоохранительных органов и прокуратуры. Он якобы повесился внутри старого военного вертолета, который предназначался только для учений. Высота салона вертолета равна росту человека, поэтому человек не может там повеситься. Когда я пошла и сама задала эти вопросы, солдаты только переглянулись, и никто и слова не вымолвил, говорит она. В военной прокуратуре Хатлонской области сообщили, что по факту гибели Тахира Муминова начато расследование. Другие официальные структуры пока ничего о смерти Тахира Муминова не сообщили, но представитель Хукумата Хурасонского района, присутствовавший на похоронах солдата, сообщил: в день похорон сказали, что солдат покончил жизнь самоубийством. Отец солдата на похоронах не присутствовал из-за того, что находится в трудовой миграции в России. По словам матери, жизнь ее сына оборвалась 25 сентября. Она рассказала, что незадолго до трагедии сыну дали отпуск на несколько дней, и он приехал домой. 22 сентября он вернулся в воинскую часть для продолжения службы, а 25 сентября привезли его тело, сказала она. По словам родных, Тахир учился в аграрном университете Таджикистана на 4 курсе, но из-за искривления ног перевелся на заочное отделение. Шадигул Муминова сказала, что несмотря на физический недостаток, его сына забрали на военную службу. Они забрали его вот так вот просто, без повестки из военкомата. Мой сын нервничал, он не выносил многолюдных мест. Я сказала о его болезни, но меня никто не слушал. В воинской части даже признали, что у него искривление конечностей. Источник в военной прокуратуре Хатлонской области на анонимных условиях сообщил, что расследование гибели военнослужащего продолжается. Следствие продолжается 9-й день. Нужно провести много экспертиз. Мы должны принять справедливое решение, поскольку это тоже чей-то сын. Гибель таджикских солдат в рядах вооруженных сил не является чем-то новым. В прошлом также имели место самоубийства солдат или их гибель в результате различных происшествий и конфликтов в части. Жестокое обращение с солдатами считается одной из главных причин трагедий в армии. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, кто должен нести за все это наказание и ответственность? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.